Украинские националисты сорвали написание тотального диктанта в Киеве. Это традиционный ежегодный экзамен по русскому языку, который в этом году должны были писать в 72 странах мира. Активисты заблокировали Киевский Российский центр науки и культуры, где должна была состояться в том числе и конференция по нацменьшинствам. Подробности в сюжете. Несмотря на дождь, эти мужчины пришли в центр, чтобы проверить уровень знания русского языка. Дмитрию Скворцову 50, говорит, что живет в Киеве. Однако его профиль в Фейсбуке свидетельствует о другом. Место жительства – Санкт-Петербург. Охотно дает интервью, Крым называет Тавридой, а Украину – русским миром. Вы хотите, чтобы здесь был русский мир? Я хочу, чтобы здесь был русский мир. А здесь и так русский мир. Это русский мир. Мужчины зайти в русский центр не решаются. Здание заблокировали украинские активисты. Зашли во двор. Здесь их встретила полиция. Двери русского центра закрыты. Взять комментарии не удалось. Всі вопроси по сайту, там телефончик є, созванюйтесь. А їх немає тут? Вони є, але вони зайняті. Активисты считают, что во время войны с Россией писать русские диктанты и пропагандировать русский мир в украинской столице недопустимо. Забрали спочатку Крим, далі вони розв'язали війну на Донбасі. І наразі вони готують плацдарм тут, в Києві, сепаратизму через культурні заходи. Дозволяти працювати такому, не знаю, як правильно його навіть назвати, в Києві, в самому центрі Києва, я вважаю, що це неприпустимо. Вони зараз намагаються все повернути в стан 2014 року, тільки без Криму, без Донецька і без Луганська. Намагаються таким чином повернути оту, начебто, конструкт, який був створений Путіним. Україна – хороший сусід, але тепер без Криму і Донецька і Луганська. Около часа активисты находились во дворе русского центра, затем вышли. Охрана культурного центра ворота закрыла. Желающих написать русский диктант предупредить не успела. Вы считаете, Россия аннексировала Крым? Это слово мне не нравится, честно говоря. Какое вам нравится? Ну, как вернули. То есть вы не признаете, что Крым – это Украина? Поэтому я же говорю, вернули Россию. Чемодан, вокзал, Россия! Чемодан, вокзал, Россия! Вскоре на Facebook-странице Россотрудничества появилось сообщение: в Киеве тотального диктанта не будет, правда, с ошибкой. Украинские активисты, в свою очередь, включили гимн Украины. Эльвина Седулаева, Асан Эминов, Заман, АТР.